друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих коллег, своих друзей. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады представить вам наших участников. И сегодня вместе с нами играют мамочки сентября и октября 2021 года. Лена, а ты знаешь, что означает мамочка, сентября, октября? Я знаю, конечно, это девушки, которые стали мамами в 2021 году в сентябре и в октябре, соответственно. Да, все верно. И мы рады пригласить в нашу студию первую команду мамочек. Это Александра Бояркина, Туяра Кононова и Анна Никифорова. Девушки, здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и, может быть, у вас есть девиз? Да, нашу команду зовут «Сентябрята» 2021 года. «Сентябрята» можно просто. А девиз у нас довольно простой. Наш девиз всегда таков. Больше дела, меньше слов. Здорово. Библиотекарь Александра Бояркина во время отпуска по уходу за ребенком с упоением увлеклась фотографированием. Прошла несколько онлайн-курсов и теперь с удовольствием фотографирует своих детей, племянников, детей своих подруг. Предпочитает стиль newborn. Это отдельное направление фотографии, где главные герои спящие новорожденные, окруженные милыми аксессуарами. Туяра Кононова недавно стала учиться на курсах SMM и теперь осваивает новые навыки. Как сделать свои сторис интереснее, как увлечь текстом подписчиков. Новое для себя направление считает увлекательным, ведь Туяра очень любит учиться и постигать что-то новое. А сегодня она учится быть мамой для годовалого Мичила, учится готовить, рукодельничать и пока не торопится обратно на свою работу аналитиком-экспертом в Министерство экологии. Семья и ребенок пока важнее. Своим хобби бухгалтер Анна Никифорова уверенно называет велосипедный спорт. Им она увлечена вот уже 5-й год. Со своим железным конем Анна не расставалась до последних месяцев беременности, а теперь приучает к катанию на велосипеде и свою годовалую дочку Марию, у которой уже есть собственный беговел. Так что к весенним и летним поездкам они готовы всей семьей. А теперь давайте поприветствуем вторую команду мамочек октября 2021 года. Это Вероника Заровняева, Наталья Андреева и Валерия Сулекова. Здравствуйте, девушки. Очень рады вас видеть в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, как назвали вашу команду и, возможно, ваш девиз? Наша команда называется «Октябрята». И наш девиз Иди вперед, и все получится. Все сказала. Многодетная мамочка Вероника Заровняева в декрете с 2016 года. В прошлом году родила 4-го ребенка. Днем занимается воспитанием детишек, а когда малышня укладывается спать, с удовольствием вяжет, называет это своей медитацией. Так Вероника обвязала не только свою семью, но и подруг, родственников и детей из группы «Октябрята 2021». По первому образованию девушка педагог, но в длительном отпуске получила еще одно образование – медицинское, и теперь Вероника – медсестра. Среди наших игроков еще одна многодетная мамочка – Наталья Андреева, мама 5 детей. Старшему ребенку Наталье 15 лет, а младшему 1 год. До ухода в декретный отпуск Наталья работала управляющей банкетного зала. Сейчас развивает свой собственный бизнес – закуп товара с Китая. Еще девушка любит шить. К примеру, этот свитшот Наталья сшила сама. Валерия Сулекова приехала в Якутск из Хакасии, и по специальности она кинолог. Работает в транспортной полиции, занимается с разными собаками. Среди ее подопечных есть восточноевропейские овчарки, немецкие и даже Джек Рассел терьеры. А дома Валерия занимается дрессировкой той-терьера, малюсенькой собачкой с сердцем льва. Ведь эта порода считает себя большой собакой. Это очень смелая и умная порода. Валерия также отмечает, что ее той-терьер прекрасно помогает в воспитании ее малыша Тимура. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на 2 команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ.
Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитан нам предложит бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивна, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий, будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Итак, поскольку вначале мы озвучили и пригласили в нашу студию первыми команду «Сентября 2021», а вопросы школьной программы звучит для вас. Внимание на экран. Сколько сантиметров в кубе в 1 литре? Так, кто там у нас любит цифры? Сколько кубических сантиметров в 1 литре? Вопрос мы не повторяем, да. 1000. Так, вы обсудили? Да. Так, ответ мы принимаем, но давайте сверимся, насколько верно это было или не совсем верно. В 1 литре 1000 сантиметров в кубе. Абсолютно верно. Команда «Сентября» заработала 1 очко, и вопрос из школьной программы теперь звучит для команды «Октября». Внимание на экран. В творчестве какого поэта впервые появляется упоминание о нашей реке Лена? У Натальи, наверное, есть какое-то предположение. Валерия? Итак, ваш ответ? Ну, давайте якутский пусть будет поэт-писатель Сорун Амамно. Все согласны, Вероника? Валерия? Да. Ну, давайте сверимся, правильно это или нет, с учителем русского языка и литературы Международной арктической школы. Там Лена чистой быстриной, как Нил, народы напаяет, и бреги, наконец, теряет, сравнявшись морю шириной. Это отрывок из оды Михаила Васильевича Ломоносова. Вот так. Сложный вопрос, да, согласна. Второй вопрос. Кстати, Анна, вы знали об этом? Вы хотели именно отдать этот ответ или у вас были другие варианты? Не, ну, Ломоносов, да? да, Ломоносов, конечно. Михаил Васильевич. У вас есть возможность ответить на вопросы школьной программы во второй раз. Внимание на экран. Кого называли королевой сердец? Девочки, давайте Да-да. погромче, чтобы мы слышали. Ну, Да. Принцесса Диана. Принцесса Диана, да? Ага, Давайте ответ мы сверимся. принимаем. Давайте сравним. Королевой сердец называли принцессу Диану. Конечно же. Мамочки «Сентября» 2 балла. И вопрос для мамочек «Октября». Внимание на экран. При какой температуре замерзает вода? Но девушки немножко смутились. При нулевой? Все согласны, Все да? согласны. Валерия, Виктория, Вероника. При нулевой? Нулевой. Нулевой, да? Ответ мы Чуть-чуть принимаем. замерз. Давайте сверимся с учителем химии. Так это или нет?
Вода замерзает при температуре 0 градусов. Да, это верно. Да, одно очко у вас есть. Кстати говоря, когда этот вопрос я задавала на улице, многие тоже вот путались и думали, что все-таки в этом есть подвох. И говорили при минус 1 градус. Да. Минус 1 градус. Так, и последний вопрос для команды «Мамочки Сентябрята». Пожалуйста, внимание на экран. Назовите явление глобального распространения, которое расположено на 60% территории России, наиболее широко представлено в Восточной Сибири и Забайкалье. Наибольшая глубина распространения этого явления составляет 1370 метров и отмечается в верхоянах реки Вилюй в Якутии. Может быть, это многолетняя Вопрос задает мерзлота? учитель географии. Может быть, многолетняя мерзлота? Все согласны? Анна, вы согласны? Ну, двое против одного. Да? Нет. Ну, 60%. По России сказали и восточный, да, по Дальнему Востоку в основном. Ну, давайте. Да, мы Мерзлота, да? вечная мерзлота. Ну, давайте сверимся с учителем географии. Природное явление, о котором идет речь, это многолетняя или вечная мерзлота. Абсолютно верно. Верно. Девочки, у вас 3 очка уже есть. Ну и, конечно, все равно мы зададим вам последний вопрос. Пожалуйста, на экран. В разговорной речи и в литературе вы часто встречаете такой термин, как «китайское предупреждение» или «последнее китайское предупреждение». Объясни, пожалуйста, смысл, значение и историю этого словосочетания. Китайское предупреждение означает это последнее предупреждение перед казнью, Перед казнью, да? перед повешением. Ну, понятно. Ага, ответ принимается. И давайте сверимся с учителем истории. Последнее китайское предупреждение появилось в литературной речи после 50-х, 60-х годов и одного из политических кризисов в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Начиная с 50-х годов Соединенные Штаты неоднократно нарушали воздушное пространство и территориальные воды Китая, на что Китай много-много раз выносил им официальные предупреждения, угрожая применить силу. Но никаких последующих действий так и не произошло. Поэтому мы все то, что представляет из себя угрозу, но таковой не является, называем последнее китайское предупреждение. Вот такой вот глубокий вопрос с глубоким ответом. Так получилось, что у нас команда «Сентябрят» заработала в этой викторине 3 очка, и команда «Октябрят» 1 очко. Команда «Красных» становится «Мамочки Сентябрят». Присаживайтесь на свой красный диванчик, а девушки садитесь на синий диванчик. Теперь вы команда «Синих». Команда «Красных» у нас начинает игру первыми, но прежде давайте посмотрим, как со школьной программой справились горожане нашей республики. чему равно отношение пути к времени? Не знаю. Без понятия. Расстояние? Отношение пути к времени. Расстояние. Геометрия все-таки была это любимый предмет. Я лучше чертить любила очень. Скорость. Скорость. Отношение пути к времени. Скорость. Скорость. Что изобрел Томас Эдисон? Ну это все знают. Телефон, да? Гравитацию. Да. Что свет, энергию, что такое? Эдисон. Лампа. Лампочку. Не знаете. А какой ваш любимый предмет в школе? Его нет. Его нету? Нет. Самая сильная мышца человеческого тела. Не знаю. Ну, нога, наверное. Бедро. Челюсть, да? Бедро. Ноги. Ну это совершенно не школьная программа. Язык. Язык. Если не ошибаюсь, язык. И мы начинаем. Команда красных стартует первыми. Кто кидает кубик? Буду кидать я. Туяра, капитан команды. В центре кидает поля, пожалуйста. кубик. Здесь? Ага. И в любую сторону В вы любую можете сторону кидать. Да. Три.
Так, потенциально вы можете сделать 3 шага вперед в случае успеха, но прежде подходите Туяра к нам, выбираете любую карточку. Пантомима желтого цвета. Да, смотрим на желтый фон и на этом фоне маску. Своим девочкам из команды не показываем задание, показываем только мне, я вам подскажу. Это нужно изобразить. Пантомима. Без слов и звуков. Так, а мы должны догадаться. А вы должны догадаться, конечно. Время. Это явление? Солнце? Предмет. Кино? Большое. А нас много. Толпа. Толпа? Народ? Люди? Народное скопление. Это осохой танцуют? Народность. 20 секунд остается. Это планета Земля. Мгм. Материк? Страна? Люди. Россия? Я почти всем, по-моему, рада. Но это действительно очень сложно. Вот как объяснить, Как что вы это это поняли? Россия? Туяра, вы молодец. Анна, вы тоже молодец. Делайте 3 шага вперед. Можете торжественно пройти с вашей фишкой. То не Анна, Туяра, извиняюсь. Туяра, да. Берете вашу красную фишку и делаете 3 шага вперед. Да. Так, И отсюда начинается, да. так, вдоль. Раз. К желтому. Нет. К желтому. Да. Ага. 2 и 3. Ура! Первый шаг сделан. Команда синих продолжает игру. Но теперь вы понимаете, что задания могут быть очень сложными. Но не Или обязательно. суперлёгкими. Могут быть, да, и легкими. Так, Наталья. 1. Вам предстоит рисовать. Но Рисование. вначале, да, тоже подходите к нам, выбираете любую карточку, смотрим на голубой фон. И на голубом фоне карандаш с кисточкой. Так, это вот это. Вам нужно будет это нарисовать. Нарисовать. Время. Дом? Угадывает команда «Мамочки Школа? Сентябрят». Мамочки Сентябрят Музей? рассказывают. Музей. Колизей какой-то, я не знаю. Остается 20 секунд. Колизей? Я не знаю. Рим? Что? Доска? 10 секунд. Ой, стойка, Школа. хотела сказать. Нет. Время. Правильный ответ какой, правильный Наталья? Здание с белыми колоннами. Это целое предложение. да. Но вот Наталья же вот показывает белый, да. Ну, сложно, да. Колонны. сложно. А мне все-таки интересно, Анна, как вы угадали Россия? Но она же ее нарисовала, а я путешествую. Я же на велосипеде. Нет, ну нарисовала вот так вот она, схематично. в воздухе. Но она Россию нарисовала. А, то есть вы угадали, да? Я пыталась объяснить контур России на планете. И еще Да, сверху потому что попыталась. это Я очень сделать. долго показывала вот шарик. Был еще ответ материк, и после этого... Страна и вот Анна, да, Россия. Ну, молодцы, Ну, мы девочки. с мужем дома играем в такую игру. Похожая, да? Нет, именно по географии. М, Ну, понятно. Хорошо, команда красных продолжает игру. Кидайте кубик. Анна, теперь до вашей очередь. Я напоминаю, что если выпадет цифра 6, в этом случае Обязательно вам должна выпасть нужно будет ответить на вопрос стоп-кадр. И присаживайтесь на диванчик. Отвечать вы можете уже все втроем. Смотрим на экран. По стоп-кадру вы должны определить, о чем идет речь. Что-то совсем черное. Свет в огне. Еще не начала. Свет в окошке. Кто это? Скажи, кто играет. Нет, название фильма говорится. Хотя бы Почему кто играет, фонариком? может быть, и девочки, да, и Да, сразу поймут. Актеров. Свет, огонь, там название фильма какое-то. Свет в окне? Свет в окне? Свет в окне? Есть Нет, такой есть фильм? такое? Сейчас мы будем придумывать название фильмов. Это не, ну- тоже как вариант. Так, 45 секунд истекло, и давайте узнаем, каков же правильный ответ. Свет включился. Все равно. Даже если бы это все показали, мы бы не это. Да? Назад в будущее? Назад в будущее, да. Но сложно.
Ты бы Да, угадала. если бы Я бы машина не была угадала. бы, мы бы это просто стоп-кадр, где машина, мы бы, может быть, отгадали бы. но- Вот Ну да, специально, сложно, по наверное, режиссер хотел вас помучить и поставил именно этот стоп-кадр. Так, игру продолжает у нас команда Команда синих. синих. Бросайте кубик. 5. Ну, 5. Так, раз, два, три, четыре, пять. Рисование. Рисовать. Время. Сразу. Крест. Нет, Дорога. нет, Перекресток. Говорить Перекресток. нельзя. Это предложение, да? Дети переходят. Перекресток. Перекресток. Регулировщик? Регулировщик. Абсолютно верно, Валерия угадала. Супер. Так, Вероника делает 5 шагов вперед, и таким образом она догоняет и перегоняет команду красных. И раз, два, три, четыре, Нет, пять. 5. Правильно, Да. Молодцы. Команда красных, команда мамочки сентября продолжает игру. Кидайте кубик. Александра. 4. Раз, два, три, 4. Тоже рисовать розовый фон. Мы верим в тебя. Время. Обрыв. Скала, обрыв, вода, течет река, Водопад. водопад, пещера, Утес. нырять, прыгать, Прыжок. на сноуборде кататься, зима, лето. Падают вниз. Нет. На санках. На санках. 15 секунд. Это человек должен что-то сделать? Нет, не человек. Само как это происходит? Падение. Падение. 5 секунд. Чего падение? Последнее Нет. слово. Склон? Спад? Упад? Время. Но рядом. Почти. Прям, я думаю, что если бы дали бы несколько секунд, девочки бы угадали это. Крутой спуск. Крутой спуск. Ну, хорошо же Александра Да, нарисовала, крутой. да? Да, Лыжник, классно в принципе, нарисовала. понятно. Но, к сожалению, не угадали. Команда синих. А девушки, продолжаем игру. Валерия бросает кубик. Так, 2. Куда это? Раз, два. Тоже опять рисовать, да? Да, Правильно? рисование. Время. Горы. Человек по горам ходит. Ягоду собирает. Очень актуально для Якутии. Вершин, снег. Альпинист. Скалолаз. Скалолаз. Как там еще? Поход. Поход на гору. 15 секунд. Подниматься на гору. Хребты. Ну давай еще рисуй. Да, я даже не знаю, что еще нарисовать такое. 5 секунд. Люди с рюкзаками идут. Ну куда Время. идут? Время. Ответ. Путешествие по горам. Ну вот, нет, а Наталья рядышком же была поход, она там говорила, поход, да, рюкзак. да. Вы могли бы тоже Хотела угадать. уже этот нарисовать самолетик, типа, что они там летают туда, я не знаю. Так, присаживайтесь, Валерия. Команда красных продолжает игру. Нужно уже сделать. Ваша фишка стоит на месте. Вы не ответили, да. Туяра, бросайте кубик. Опять же, хочу напомнить, что если выпадет вам 6, то стоп-кадр. 3. Так, раз, два, три. Пантомима. Ваша любимая пантомима, Туяра. Время. Ага, хорошо. Ниточка тянется. Веревка. Веревка тянется, Ниточка. растягивается, растягивать, Нитка. растягивать, Тянется. жвачка, Тянучка. тянущаяся струя, капли, чайник, тянется. Чайник. Когда выливается струя, нет, ну что там еще? Тянет. Чай, Тянучка. Вот это 20 сладкое. Чайная тянучка. жвачка, тянущаяся жвачка, нет, Жевать. пластилин, нет, я уже... Растянуть, Зефир или... налить. Да мы уже поняли, что что-то пить.
Это можно выпить. Время уже, Таяра. Время. А выпить что Ответ. можно? Тягучий сироп. Вот, да. Сироп. Сироп я не знала, как показать. Ну, первое слово угадали. Да. Не, Первое замечательно, Таяра показывает. Я хочу предупредить, да, у нас есть как и сложные задания, так и Сироп это- несложные. Сироп это очень... Команда синих продолжает игру. Наталья бросает кубик. Пыталась. 5. Раз, два, три, четыре, 5. Рисовать. Рисовать. Время. Девочка. Платье. Одежда, платье, Сарафан. школьная форма, халат, шуба, Шуба. зима, зимняя одежда, дубленка, зимняя одежда, 20 ходить секунд. зимой в одежде, холодно, Да, господи, что это? 15 секунд. Воротник. воротник, старая мода, мода 90-х, 5 секунд. 70-х, А, это название? стиль 90-х. Шуба это что ли название? Или что это? Что это может быть? Время. Время. Ответ. Пальто. Вот, да. Я уже хотела. Шуба, Шубы дубленка. назывались. Дублен. А вот не все простые Мода. слова можно, оказывается, изобразить и на них ответить. Команда красных продолжает игру. Анна. Я, кстати, вам не сказала, что если так получится, что ваша фишка потенциально может стать на центральную клетку, в этом случае вас ждет сюрприз, музыкальный видео-вопрос. А, то Ну, есть это посмотрим. опять, да, как я, это удачница? Попробуйте, Давайте. давайте. 5. Раз, два, три, четыре. Да, да. Мне, видимо, нужно вот так вот перед броском вас предупреждать. Как я уже сказала, вас ждет музыкальный видео вопрос. Внимание на экран, отвечаем вместе. Не все рисовать, Коллективно. да? Это мой первый медляк в школе. А девушки знают? Да. Так, свой музыкальный видео вопрос задают артисты Якутского оркестра симфонического Якутской филармонии. И ваш ответ? Калифорния. Отель Калифорния, Иглс. Отель. Да. Считаем ваш ответ как верным. Делайте 5 шагов вперед. Так, раз. Так, несем за собой. Сюда вот на синий. Раз, два, три, 4 и 5. Молодцы. Наконец-то немножечко мы сдвинулись. Команда синих, давайте продолжаем игру. Нам только какие-то интересные. Один. Но Пантомима. пантомима. Время, Вероника. Начинаем. Показывайте, время уже идет. Может, догадается. Пустота. Аплодисменты. Аплодисменты. Ура. Радость. Счастье. Достижение. Концерт. Артист. Актер. Певец. Зритель. певица, Зритель радуется. Кумир. Фанат. Фанат. Да. Так, но нужно правильно полностью все словосочетание, если это Фанат. словосочетание. Фанат на концерте. Ты мой краш. Рок-н-ролла. Ты мой краш. Фанат звезды. Я твой фанат. Время. И Фанат ответ? звезды. Но, да, Валерия рядышком была, но там нужно точно словосочетание указать. Этого, к сожалению, не было, а правильный ответ звучит у нас Фанаты поп. Блин, забыла это звезды. слово. Фанат поп-звезды. А я сначала рок. Ну ладно. Забыла это Вот слово. прям рядом, да. Нет, ответ «ты мой краш». Это было лучше. Можно было бы засчитать, да? Так, команда красных продолжает игру.
Александра бросает кубик. 3. Раз, два, три. Это задание, которое любят многие наши игроки. Почему они любят? Потому что тут нужно объяснять словами. Ну, ты же говорить можешь. Ты можешь говорить. Ты же можешь говорить. Два слова. Это когда человек кушает, ест, но легкое. Здоровое питание? Нет, легкое, не салат, не вот это, а вот есть Перекус? обед. Вот, ага, и есть Легкий перекус. дневной перекус, и еще какой? Антоним. День. Вечерний перекус. Нет. Ночной перекус. Молодец. Молодцы. Так, 3 шага вперед. Раз, два и 3. Так, команда мамочки октября, давайте догоняем. Валерия. Может быть, и вам попадется шестерка. Да. И вы Какая сразу вырветесь шестерка? вперед. Но 3. Раз, два, три. Так, это Музыкальный чё? видео вопрос. Ага, и ваш ответ? Группа Крови? Песня группа Крови поет Виктор Цой. Да, это верно. Ваши соперники угадали буквально с первых аккордов. Делайте 3 шага вперед. Вот наши, да? Да, ваша Так, фишка да, синего вот цвета. так вот, да? И торжественно, да. Раз, два и 3. Толкайте кубик в сторону и догоняете. Буквально в затылок дышите команде красных. Туяра. Пантомиму больше не будет вроде. Нет, Давай, тут вам четыре столько или раз пантомима может 4 давай. попасться. Давай 4. Почему говорить? Какие-то вы сегодня заколдованные. Ребята. Есть такое. А почему 4? Потому что вам не надо будет выполнять 2 задания. Да. Нужно будет только справиться с пантомимой, ваша любимая Туяра. И тогда, возможно, И тогда вы побеждаете. Время. 3 слова. Большой, сильный человек. Мужик. Ага. Качок. Бородатый мужик. Большой. Бородатый, с бородой. Это барбершоп? Волосатый. Нет? Красный. С красной бородой. Нет. С красными волосами. Рыжий. Рыжий бородач. Рыжий мужик. Рыжий бородач? Рыжий бородатый мужик. Сильный рыжий бородатый мужик. Он один. Сильный. Амбал. Качок. 5 секунд. Мужиковатый. Мужественный рыжий бородач. Время. И правильный ответ какой? Мужчина с рыжей бородой. Вот. Вы рядом, вы, Александра, прям вообще рядом. Но в нашей игре фразу нужно сказать слово в слово, включая предлоги и приставки и окончание. Команда синих продолжает игру. Если вам попадется цифра 6, я хочу тоже вам так вот сказать и проверить эту теорию, что если... нет, с вами это не работает. Говорение. Раз, два, да, говорение. Время. Преступник сидит В казе. Где он сидит? В камере? В тюрьме? В камере? Камера чего? Как называется? Камера. СИЗО? Заключенных. Да. Что сказать? Как сказала? Камера заключенных? Правильно нужно сказать. Окончание неправильно. Не Заключение? Не их, а Заключение? заключенного. Заключенных? Заключенного? Заключенного. Еще Говори, окончание. Заключенный? Окончание меняй. Поставь другую букву. Заключенными? И я поставь в конце. Заключение. Вот. Ну, полностью. Камера заключения. Все Да, успели. верно. Все успели, да. Тютелька в тютельку успели. 3 шага вперед. Наталья, делайте. Рядышком, да. Раз, В сторону, два, брата. в другую сторону. Другую, ну ладно. Так, сравнялись. И теперь вам снова, чтобы выпало 4. Девочки.
Тогда вам... Время? Самолет садится, абажур, окантовка. Кушают наверху лапша. Нет. Антенна. Инопланетянин. Я думала, громче всех. Это Кушает антенна, это Девочки, вы можете Вы все все вместе, да, сделать 4 шага вперед. Это вот в ту сторону. Александр, в другую сторону. С этой стороны. Раз. И таким образом вы определяете сегодняшнюю игру. И раз, два, три, четыре. Команда красных побеждает в сегодняшней викторине телеактивно. И поэтому мы вручаем вам сладкий подарок, который предоставила мастерская сладостей ручной работы Тото Чоко. Приятного аппетита! Девочки, я надеюсь, вы не расстроились. Прямо буквально рядом же стояли. рядом И если бы в случае неуспеха команды красных, я думаю, что победа была бы за вами. Что больше всего вам понравилось и, может быть, не понравилось? Что было сложным? Какие и очень сложности простым? были и так далее? Да, все понравилось. Еще бы хотелось. Да, еще бы хотелось Быстро поиграть. пролетает Да, да, очень игра. быстро. Какой вопрос все-таки вас смутил больше всего? Какое задание? Какое задание? Школьная программа, возможно. Да, вот это. Сложно было. Но сегодня на игре как будто бы для вас был урок рисования больше, да? Да. Все время стояли у нашей доски. Но пальто. Вот почему не смогли нарисовать пальто? Нет, я очень хорошо нарисовала. Это не ваша вина, Наталья. Кто как понял. А девочки как? Что мы? Почему не угадали пальто? Почему не Ну, угадали? вот воротник, да, Наша воротник нарисовала, прям подчеркивает же воротник. Я Еще и думаю, зима там. да, Ну, зима там, Именно воротник. мода 80-х, 90-х, воротник на пальто. Это же А вы вот этим вот смутили. А а получается, пальто сейчас видимо, совсем да. другое, да? Как бы. Надо было Простенькое. современное рисовать. Да. А сейчас же пальто тоже носят, Да. да. Может быть, современное пальто. Так, девочки, команда красных, вот что вам показалось сложным и наоборот самым легким? Ну, нам достались почти все. И музыкальное, и видео. Ну, нам видео как бы мы не справились. Мне кажется, многие бы команды не справились с видео. То имеется в виду стоп-кадр. Да. Этот стоп-кадр был действительно сложным, я согласна. А насчет Туяра, пантомима, ваша любимая? Это прям мое. Но вы молодец. Было очень сложно показать сироп. Я вот до сих пор думаю, как можно было бы показать так, чтобы все поняли. Так до сих пор ничего в голову не пришло. А вот вы домой пойдите и порепетируйте со своими домашними, как же можно изобразить, может быть, они вам дадут подсказку, какой-то совет по этому поводу. Что ж, огромное спасибо, девушки, за то, что вы нашли время в своем плотном графике. Все-таки ваши детишки занимают больше времени, но вы молодцы, что пришли к нам сегодня в студию. Развеселили и нас, и друг дружку. Мы желаем вам удачи и всего хорошего. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра телеактивно. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!